Наша цель – погрузить туриста в среду, оторвать его от внешнего мира и как бы вот рассказать то, как жили крымские татары 100 лет, 80 лет там, или 120 лет назад, что они ели, что они пили, как они одевались, какие были отношения в семье, с соседями, куда ходили, как проводили досуг. У меня есть легендарные предки, которые летали и которые сбивали очень много вражеских самолетов. И я не знаю, наверное, на генном уровне передавалось мне то, что вот мне не хватало штурвала, мне не хватало полета. Но параллельно с этим я очень любил рисовать, я очень любил чертить. И поэтому, когда Всевышний мне не дал возможности сесть за штурвал, я сел за карандаш. Знаете, когда я просматриваю старые открытки, старые фотографии, и я вижу облики деревень, в которых жили наши предки до депортации, я поражаюсь гармонии архитектуры и среды, которая царила в то время, несмотря на то, что это был уже период распада, упадка, голода, разрухи. Наши предки относились к колодцам, к источникам воды очень трепетно. Этого требовала наша культура, наша религия, наши обычаи. Я видел земли, которые красивее Крыма, ярче, насыщеннее. Вот там ох! Но когда возвращаешься сюда, все равно вот сердечко щемит.